И в начале о встрече, которую Владимир Путин провел сегодня в Кремле с главой Ингушетии. В этом году республика завершает две крупные жилищные программы для переселенцев из Чечни и из зоны оползней. Кроме того, у Ингушетии серьезные планы на внешние рынки. Она намерена экспортировать овощи и фрукты в Саудовскую Аравию. Со всеми подробностями наш обозреватель Денис Давыдов. Терский хребет – место живописное и при этом крайне опасное. Оползни – многолетняя угроза для жителей предгорных районов. Стихия в одночасье сносит дороги, а иногда и дома. Здесь земля уходит из-под фундаментов, а здания трещат по швам. Крыша протекала, сырость была. Я сама там и жить боялась. Трещины большие были. Были, ведь жизнь как на вулкане в прошлом. Переехали. В Ингушетии строят новые микрорайоны для семей из оползнеопасного района. В современные безопасные дома переселились уже около 7 тысяч человек. Возводят здесь жилье и для переселенцев, которые 20 лет назад переехали из Чечни. По соседству открыты школа, детский сад почти на 1000 человек. Как выполняются эти две масштабные строительные программы, спрашивает у главы республики президент. Давайте начнем с переселения и переселенцев из Чечни, программа, и из оползней. Более 20 лет проблема с выжившими переселенцами и проблема оползная зона на 60-х годов. В этом году мы завершим обе программы. Буквально там до конца этого месяца мы переселяем почти 800 семей, это более 8 тысяч человек. И до конца декабря переселяем уже оползную зону, почти там 7,5-8 тысяч человек. На встрече в Кремле Юнусбек Евкуров подробно рассказывает Владимиру Путину о социально-экономической ситуации в республике. По объемам сданного жилья Ингушетия лидер в Северокавказском федеральном округе. Рост промышленного производства почти 110%. Светильник ЖКХ, здесь офисный светильник, филаментные лампы. Ассортимент завода, который готовится к открытию. Мощности позволяют ежегодно выпускать 700 тысяч ламп. Предприятие еще и трудоустроит почти 800 жителей района. К слову, число безработных в республике с начала года сократилось на 15%. Мы открыли завод радиаторный, швейное производство, завод полимерных труб уже работает. По индексу сельхозпроизводства мы где-то прогнозируем рост где-то 107-108%. 10 гектаров теплиц, которые дадут урожай уже следующей весной. Производство круглогодичное. Обещают собирать по 9 тысяч тонн овощей. У нас будут томаты, которые ранее на Северокавказском регионе не производились. Чего еще не выращивали в Ингушетии, во всяком случае в таких объемах, так это яблок. Сады зацвели не так давно, но уже дают более десятка сортов. География поставок от Краснодара до Сибири. Про свой экспортный потенциал фермеры рассказывают дипломатам из 13 ближневосточных государств. Их специально пригласили познакомиться с Ингушетией. Там мы договорились с саудовскими инвесторами, в том числе по реализации, по экспорту наших сельхозпродуктов уже непосредственно. Мы одну партию уже начали производить. А что? Мы уже сегодня можем до 20 тысяч тонн яблок по году. Поставили 48 тонн меда. Можем поставлять по году в больших объемах. Думаю, что где-то по году мы можем 10-15 тысяч тонн овощей тоже поставлять. Рынок мы уже ищем. Только в этом году Ингушетия заключила инвестпроектов почти на 10 миллиардов рублей. В республике договорились строить целый ряд объектов, среди которых аквапарк, завод по переработке твердых бытовых отходов, мясоперерабатывающий комбинат. Денис Давыдов, Андрей Чистяков, Мария Самсонова и Наталья Губина. Вести.